Сардана Трофимова, поздравляю с успешным выступлением на Олимпийских играх, которые проходили в Париже. Это была ваша давняя мечта, с чем я вас поздравляю. И вы, на наш взгляд, для любителей легкой атлетики республики и других регионов, и Республики Кыргызстан, выступили очень успешно. Но мы к Олимпиаде попозже подойдем. Первый вопрос вот у меня многие наступил 2024 год, и в новогоднюю ночь я примерно предполагаю, о чем вы мечтали. Давайте с этого начнем немножко издалека, как этот год начался. У меня есть традиция на Новый год загадывать желание ночь перед Новым годом, перед боем куполов. Я загадываю желание, записываю это в бумажку, потом поджигаю и это выпиваю с боем курантов, короче. Я это делаю постоянно, и каждый год у меня желание сбывается. Некоторые сбываются, некоторые приблизительно, но как-то так бывает, что желание получается в конце года в итоге. И, естественно, я загадала желание перед Новым годом попасть на Олимпийские игры 24. Она сбылась, да. Ну, теперь квалификационный турнир, который проходил в Ганновере, международный марафон, где вы, к сожалению, где-то 42 секунды не хватило до выполнения олимпийского норматива, но, тем не менее, вы стали участницей сборной Кыргызстана. Вот после этих соревнований какие были мысли? В Ганновере, почему я не пробежал 2:26, это мы с тренером уже для себя выявили. Я просто об этом не говорила, потому что я не люблю говорить о травмах. У меня, сейчас можно, да? У меня перед Ганновером была большая травма, седалищный нерв, и у меня даже одна нога была объемом меньше на 2 сантиметра, чем вторая нога. Не высотой, а объеме. Одна мышца, одна нога, получается, мышцы там немножко атрофированные были, и получается, я бег, одной ногой бежала. Реально по технике там я сильно хромала, на обезболивающих постоянно тренировки делала. Это видно было на работах, на тренировках. Я сильно хромала перед Ганновером. Но все равно физическая возможность, подготовка как бы позволяла бежать, но у меня задняя схватила, потому что одна нога не работает, вторая сильно перенапрягается из-за того, что компенсирует вторую ногу, и больше нагрузки получает здоровая нога. И эта нога сильно спазмировала у меня во время марафона в Ганновере. И мы это знали, поэтому как только прибежала с Ганновера, я серьезно началась лечением ноги. Мне в этом очень сильно помог Рива Захарович и Северина, массажистка наша, сборная ШВСМ, школы высшего спортивного мастерства. И это все прошли, и у меня на Олимпийских играх как никогда здоровая нога была. Тогда вернемся к тому моменту, когда вы узнали, что вы стали, будете участвовать на Олимпийских играх. Когда это произошло и как вы это восприняли? Я точно даты не помню, но, условно, стояло там какое-то число, условно возьмем там 11 число, да, говорили, 11 числа будет известно, выйдет список спортсменов, которые будут участвовать в марафоне. Например, в Якутии 11 числа утром, да, а в Киргизии еще не наступило 11 часа разницы. А в Европе, где выявляют спортсменов, делают список, там еще вообще ночь глубокая. Просыпаюсь утром 11 числа по якутскому времени, у меня сообщений полно, начали поздравлять. Я как-то не открывала даже сообщения, потому что я боялась, а вдруг проснется Европа, и список еще раз поменяют, и меня в этом списке не будет. Я до последнего очень сильно боялась. И даже никому не отвечала, там старалась не смотреть на сообщения, не заходить там в Инстаграм, Ватсап, как-то сдерживала свои эмоции. Потом наступило утро в Кыргызстане, и начали в Кыргызстане поздравлять. А я тоже боюсь, потому что в Европе еще 11 утра не наступило еще. Я боюсь, жду, когда проснется Европа. А Европа просыпается где-то 12 часов, 10 часов разница, что ли, с Якутском. И пока дошла очередь до Европы, у меня не было эмоций. Я увидела список и,
я же утром увидела, днем увидела, потом вечером увидела. И как-то вот каких-то таких эмоций, которые я от себя ждала вот 12 лет, да, типа которые я очень сильно ждала, что я попала в список, я поеду на Олимпиаду, таких эмоций я не испытывала. Как-то вот она как-то вот волнами вот так прошла. И полностью я не эмоционировала. Я такая думала, наверное, я эти эмоции получу уже во время марафона или на Олимпийских играх, уже там это все будет. И я до последнего, до завтра у меня старт, до последнего очень сильно так, старалась не думать об этом. Я наконец-то попала, потому что все угодно же может случиться. Все угодно может случиться, что я не смогу попасть на старт олимпийский. Ну, спорт он такой же. Вот один маленький там неправильно что-то покушаешь, да, можешь отравиться, там не выйдешь на старт. Все угодно. Ты можешь просто опоздать на свой старт, или там, как было на 100 метров девочки, которая Ямайка, да, она пришла на финал, а ее не допустили на финал, потому что она приехала другим автобусом. Такое тоже может случиться. Поэтому до последнего я старалась держать свои эмоции и не говорить себе, я на марафоне, на Олимпиаде. И вот ты включена в список участниц, и что-то в тренировочном процессе поменялось, или все было как и прежде? Именно вот к Олимпийским играм готовиться. Ну, мы начали подготовку к играм уже до списка. Уже когда вот я приехала в Ганновера, восстановилась, и я уже начала подготовку к Олимпийским играм, потому что, а вдруг? А если не получится, это уже другая история будет. Поэтому уже мы начали заранее подготовку. Мы выбрали подготовку в Кыргызстане. Сначала мы очень включили в тренировочный процесс очень много горок, потому что трасса, изучали трассу, она очень сложная была. А потом второй этап сделали в Кисловодске. Тоже потому что Кисловод славится своими горками, и вот хорошую подготовку сделали там по горам. И вот я где-то слышал ваше интервью, когда вы говорили, что именно в Париже у вас не было таких, травм, ничего такого не беспокоило, да? И вот вы прилетели в Париж, первые ощущения, были там про олимпийские деревни, про картонные кровати, все такое, про это. Мы попозже поехали, на открытии нас не было, мы в конце, на последней неделе поехали. И нас начали предупреждать, что там очень, не очень хорошие условия. Там в столовой еды не хватает, или там в кровати неудобно спать. И я как-то побоялась, у меня брат живет в Лионе, рядом, 2 часа от Парижа. И он приехал в Париж, поболеть за меня, и снял даже квартиру рядом с Олимпийским городком, чтобы, если что, вдруг я не могу уснуть, там будут какие-то проблемы, я могу у него переночевать. И я даже попросила маму, чтобы она из Иркуля привезла, мясо, говядину, чтобы можно было готовить самой. Потому что нас очень сильно напугали. А мы приехали туда, все прекрасно было, никаких проблем не было. Картонные кровати очень даже удобные. Кровать кроватью, но там главное, что матрас удобный был. Матрасы очень хорошие, удобные были. Кровать не скрипела, там все нормально было. И вот первая встреча со своими, можно сказать так, основными соперницами, я видел у вас видео, где вы видели Сефан Хасан, как она разминается, где-то пробежка делает, какие были ощущения? Как-то, может, это опыт, или меня не сильно волнуют соперники. Главная задача — это как-то контролировать свои эмоции и придерживаться плана. Я никогда не зацикливаюсь на соперников, меня не волнует, кто там на трассе, как побегут. Главное, я сама не затупила там в какой-то момент и не стала там гоняться за лидерами или там либо тихо начинать. Я знала, в какой я форме, потому что до Олимпийских игр мы сделали контрольный старт, я пробежала очень хорошо, даже по личному рекорду 10-ку сбегала. И я поэтому после этого контрольного я даже почувствовала больше ответственности, начала волноваться сильнее, потому что когда ты в хорошей форме, очень сильно не хочется профукать это. Ты знаешь, когда ты в плохой форме, там уже без разницы. Ты поехала, стартовала, приехала. А ты когда в хорошей форме, на тебе очень большая ответственность,
вот эта вся работа. И главное, ну, головой не тупить. А это очень опасно, на эмоциях бывает, забываешься и можешь вот так напортачить просто эту подготовку. Вот. Поэтому я на Хасан, там, на других вообще не обращала внимания. Ну, мне приятно было просто с ними стать на одной линии самыми сильными спортсменами всего мира. Итак, 11 августа, день забега. Обычно вот на Олимпийских играх мужчины заканчивают своим марафоном, а женщины в легкоатлетической программе, они всегда начинали первый день, но на этих играх они немножко поменяли, и женщины вот последний день, день закрытия, они стартовали. Как начался вот этот день? Ну, естественно, я не спала ночью, сильно волновалась. Ну, когда перед стартом, редко бывает так, что я взяла и уснула перед стартом. Каждый раз, как первый раз, ты начинаешь... Я пытаюсь настраивать себя, не волноваться, там, не думать о завтрашнем дне. И получается, ты спала или не спала, вообще непонятно. Ну, поэтому всем спортсменам, любителям или начинающим говорю, если вы не поспали перед стартом, это не страшно. Главное вовремя собраться утром, ну, головой, мыслями собраться и стартовать. Ничего страшного от этого не будет. И, ну, постоянно так у меня, не могу уснуть ровно перед стартом, все равно думаешь, начинаешь накручивать, сердце, пульс поднимается, вот. А мы просыпались в 4 утра, потому что в 5:30 отъезжал автобус последний на Олимпийский, вот, на старт, от Олимпийского городка до старта примерно 1,5 часа ехали, ну, час ехали. И чтобы успеть на 5:30 автобус позавтракать, там собраться, мы проснулись в 4 утра. Ну, получается, я всю ночь почти не спала. И еще это был последний день, все спортсмены, естественно, стартовали, всех, которые в Олимпийском городке, кроме марафонцев, все уже отсоревновались, естественно, празднуют там, смеются, музыку включают на улице, это все слышно. Но ты не должна... Я об этом знала уже, заранее себя настраивала, что так будет, и чтобы я не нервничала. Но это было ожидаемо, поэтому я из-за них не нервничала, но просто все равно шум чуть-чуть мешает, и по коридору туда-сюда ходят. Им же завтра уже закрытие, им без разницы, там, во сколько ложиться. Ну, так было. Ну, вот проснулись в 4 утра, и в 5:30 уже поехал автобус, где-то в 6:30 там были. Всем уже начинаем разминку, и все закрыто, никого кроме спортсменов не пускают в этот стартовый, ну, только аккредитованные заходят из организаторов и из оргкомитета, ну, например, Кыргызстана, да, вот, и все. Я была одна, но мне помогали казахи. Мы заранее с ними договаривались. Жанна Мамажанова, она тоже. Мы с Жанной хорошие подруги, и мы заранее договорились, и казахи и кыргызы друг другу помогали. Ну, у них 4 человека было на пунктах питания, и у нас 4 человека. И мы решили все бутылки, и Жанны, и мои, поставить на казахский стол. Чтоб, ну, я издалека уже увидела казахский стол, и чтобы мне удобно было хватать бутылки. Вот, поэтому ну, человек, тренер, который ко мне прикреплен, он был на трассе марафона, он туда поехал, поэтому я была одна, но с Жанной была вот казашка и тренер. И вот втроем мы пошли и вот друг другу помогали. А потом после разминки я разминалась, там 3 километра бегаю и подхожу, где я рюкзак оставила в палатке, а там стоит Татьяна Юрьевна. Она каким-то образом попала в этот коридор без аккредитации, просто зашла, ну, ради меня. Я ее увидела, у меня как-то вот прилив сил был, как-то проснулась. Ну, она массаж делала, обычно перед стартом делает, я как-то просыпаюсь и настраиваюсь. Мне хорошо вот, когда она рядом со мной перед стартом, я как-то по-другому настраиваюсь. Я была очень счастлива, я поняла, что у меня будет хороший забег. И вот накануне забега вы со своим тренером Татьяной Юрьевной все равно какой-то план бега составляли ли? Какой был план и по какому графику надо было бежать? Трасса марафона, она очень рельефная. Там один темп держать очень сложно, но она мне сказала,
где ровно участки, ровные без горок, там надо держать 2.28-26. Ой, 3.28, 3.26. И получается, да, я 15 километров примерно, ну вот 15 километров, там тоже подъемы были. Ну где-то было 3.30, где-то 3.32, где-то 26, 24, вот так. Ну почти по 28 я бежала до 15-го, а потом начались тягуны, подъемы. И ну как-то вот были крутые спуски, крутые подъемы, очень, ну вот на 32-м километре был очень сильный тягун. Я еле-еле там поднималась. И был очень сильный спуск. У меня даже на спуске 3.06 было. То есть вы накануне своего забега на машине или на чем-то свои трассы не смотрели? Был автобус, который отвозит спортсменов, показывает круг. Потом мы узнали, что мужчины тоже смотрели. И они сказали, что этот, ну, забрали их и очень долго, там 4 или... Утром забрали, и почти после обеда автобус приехал со спортсменами. И ну, мы подумали, перестать там такое тоже не очень. Надо спокойно же отдохнуть, набираться сил, а там где-то ездить, силы, энергию тратить тоже не захотелось. Итак, вот ты бежишь, а потом мы на экранах телевизора смотрим, что ты бежишь лидером. И многие задались, наверное, какие были ощущения. Ну, я ну, все видели, наверное, что подумали, что я вперед выхожу. На самом деле я держала один темп, ну, в среднем. У меня даже вот половинка час 13 и час 13 получилось. Я один темп держала, это, мне кажется, это из-за Стефан Хасан. Они хотели так ее там ушатать. Они как-то рывками бегают. Толпа, пачка, которая первая бежит, они как-то вот 300 метров они ускоряются и очень быстро ускоряются. Я не могу садиться за ними, я просто не готова к такому темпу, что резко они там по 3.35, 3.40 бегут, а потом резко там рывок делают, наверное, минута 10 вот, ускоряются на такой темп. На 400 метров минута 10 ускоряются. Это же очень быстро, я не могу так побежать. А потом опять там 3.40. И получается, а я бегу по 3.30. И получается, они ускоряются, вперед выходят, а потом отпускают, и я вперед выхожу. Вот поэтому вот так получилось. Но Стефану, она очень сильная спортсменка. Она со мной рядом бежала, и она очень сильно дышала. Я думала, она сойдет. Да? Ой, она уставшая была. Я вообще не понимаю, как она добежала. На 20 каком-то километре был подъем. И вот на подъеме мы с ней вместе поработали. Она очень сильно дышала. Я была поспокойнее, чем она даже. Я думала, она сойдет, наверное. Вот. Но Стефан Хасан это отдельная история, потому что на играх в Токио она тоже выступала на 3 дисциплинах, 1500 бронза, 5 и 10 золота. А на этих играх тоже 3 дисциплины, только здесь она 5, 10 бронза и вот на марафоне еще. Да. Но еще полуфиналы же есть. Да. Пятерка, она там 3 раза бежала, да? По 2 раза бегут, забеги, и потом сразу. Но все равно это для нее очень много. Итак, вот ты стоишь на старте, и с тобой стоят Тиги Савсепа, которая рекордсменка мира, имеет 2 часа 11 минут 53 секунды. Предыдущая олимпийская чемпионка Перес Джепчичир из Кении, Токио, и вот Стефан Хасан. Да, ну и кроме них еще там я вот по стартовому протоколу смотрел, много было спортсменов, которые имеют в своем активе лучшие результаты. Из 200 они имеют. Очень много таких было. Итак, вот после 35-го километра, вот как пошел бег? Ну, естественно, я устала на 35-м, но у меня было очень много эмоций. Короче, этот забег, марафон, бывает же, например, на чемпионате России, на московском марафоне, финишный коридор, и там толпа людей стоит,
и они на тебе кричат, там, давай, работай, там гул стоит от фанатов, бегали, там, от болельщиков, гул стоит, да. И такой гул стоял там 42 километра. А я очень люблю, вот, когда вот кричат, там, поддерживают спортсменов. Мне это очень нравится, и как-то вот вдохновляет, мотивирует, и у меня как будто перелив сил появляется. Вот. И я бежала там, вот 42 километра, не было свободного места. Вообще людей столько было, только вот в одном месте, где вот под мостом была тишина. Я даже такая, о, слава богу, тишина. А потом выходишь, опять начинают кричать. И поэтому у меня было очень много эмоций, а эти эмоции для меня как сила. И я бежала, вообще радовалась. Первый раз я марафон бежала так. Уже 8 километров, всего лишь 8 километров осталось. Я понимаю, что я устала, но мне хочется еще поработать. Еще поработать. Еще вот довести себя до такого, что прям без этого, без сил остаться. Ну, я вот так на эмоциях очень бежала и очень быстро пролетела этот марафон. Я даже не поняла, как уже там 32-й, уже 33-й, 4-й, все, уже заканчивается марафон. Ну, такие ощущения были. И вот наступил момент, когда ты уже догнала Перес-Джебчетир и финишировала 14-й. Ну, впереди у тебя там в нескольких секундах тоже были. Да, австралийка. Она сзади меня бежала, потом на финише начинает догонять. Я с ней, вот, мы поработали хорошо. Она меня, я ее. Но в конце у меня скорости не хватило, а она в конце выиграла. Австралийка. И вот у тебя финишный результат 2 часа 26 минут 47 секунд. Если я не ошибаюсь, это второй результат у тебя личный, да? Я таким результатом не бежала уже около 10 лет. Ну, получается, в 2015 году я пробежала 2:24. После этого я так быстро еще не бежала. Это с учетом того, что вот трасса самая тяжелая, которую вот на Олимпийских играх говорили. Очень тяжелая трасса, я, наверное, такие трассы, ну, не знаю, вот Белгород, наверное, можно сравнивать. Белградский марафон. Я в прошлом году бежала, очень сложная тоже рельефом трасса. Наверное, вот Белгород немножко по ощущениям похож. Но несмотря на это, и среди мужчин, и среди женщин были установлены олимпийские рекорды, что у мужчин и у женщин. Сифан Хасановна выиграла 2 часа 22 минуты 55 секунд. Что вот происходит после финиша? Ну, как это все очень быстро закончилось. Ну, после финиша таких ощущений не было, потому что было все в суете. Мне надо было быстро приехать в Олимпийский городок, восстановиться, массаж получить, а потом на закрытие идти. Поэтому у меня не было времени это что-то размышлять, там, что-то подумать об этом. Не было времени. Наши девочки финишировали. Красотки, просто умнички. Такую сложную трассу. Сарданочка умница вообще. 15 лучших. Жанна у нас тоже отлично пробежала. Я все быстро сделала и поехали уже. Там же заранее собирают, начинают уже в Олимпийском городке всех собирать. А потом мы все садимся в автобус, едем туда, и там тоже большие, ну как стоишь, ждешь, пока впустят вас на стадион. Поэтому мы поехали очень рано туда, ну как-то вот очень все быстро произошло. И я осознала, наверное, только на следующий день, что я пробежала Олимпийский марафон. И я не понимала свои ощущения, типа, у меня, получается, 12 августа я первый раз проснулась человеком без цели. И я не понимала, радоваться мне или огорчаться, как-то это все уже в прошлом получается, или мне надо радоваться из-за того, что у меня мечта осуществилась. Я как-то вот, у меня двоякие чувства были. Я не понимала, что мне радостно или мне грустно. Ну а потом этот очень сложный период был. После марафона, наверное, неделю я очень грустила, ходила такая, не хотела ни с кем разговаривать, там, что-то там,
Интервью не хотела никому давать. Не знала, потому что свои эмоции не понимала. А сейчас уже я все понимала, у меня все новая цель, и как-то надо идти дальше. Давайте вернемся к закрытию игр. Как все это вот, когда рядом с тобой много таких известных людей, которые мы только смотрим по телевизору, разные по разным видам спорта, кто-то там с медалями завоеванными ходит. Элиуд Кипчоги был, я слышал. Я старалась фоткаться с Элиуд Кипчоги, у меня не получилось. Но он, наверное, уже устал от таких фанатов, как мы. И он не фоткается ни с кем. А так я поймала, там кадры были, но хороших фотографий не было. Ну, классное ощущение. Я вообще, когда выходила на стадион, огни, вот эта толпа, я увидела якутские флаги на трибунах. Вот, и я сказала себе, что оно того стоило приехать сюда, пройти столько труда, столько препятствий пройти, чтобы ощутить эти эмоции, оно того стоило. Прям было очень классно. Даже закрытие, так само собой, она немножко натянутая была. Закрытие сама мне не сильно понравилось. Все очень сильно долго, там, натянуто. Никакого экшена не было, но сама атмосфера, спортсмены, там, трибуна, вот это вот очень классно было. И мне очень грустно было тоже в конце, что это все закончилось. Когда сказали Олимпийские игры 24 закончились, закрыты, и мне было очень грустно. Хотела немножко продлить эти моменты. Потому что вот я же настраивалась на старт, особо не пыталась там эмоционировать, что там это. Я ждала только старт. Старт закончился, у меня через несколько часов там закрытие уже. Олимпиада за несколько часов закончилась. И старт, и закрытие, все в один день получилось. Вот с предыдущими квалификационными забегами в Рио-де-Жанейро ты выполнила квалификационный норматив, Токио тоже выполнила, но при этом не стала участницей, а в этом году наоборот не выполнила, но благодаря вот тому, что Кыргызстану дали вот 2 квоты, да? Один мужчина-марафонец, он тоже вроде получил, а потом не поехал же. Его как-то исключили. Я точно не знаю, как там это получилось, но вот старший тренер, который со мной ездил на Олимпийские игры, я у него спрашивала, Андрея Викторовича, он сказал, что его World Athletics сам убрал, потому что у него разница с нормативом была больше 10 минут. Поэтому он выполнил именно рейтингом, как попал в список рейтингом, его включили по рейтингу, но потом увидели его результат, и там очень большая разница была, из-за этого сказали, что убрали. Но кто-то говорит, что Кыргызстан сам его убрал. Но я не думаю, что как может Кыргызстан своего спортсмена убрать из списка. Получается, до сборной Кыргызстана ты была единственной по легкой атлетике участницей. Да, была единственная. Но при этом ты еще установила рекорд Кыргызстана. Да. Мне кажется, это благодаря австралийке, которая не дала мне наслаждаться финишем и держала весь финиш в напряжении. Это благодаря ей я установила этот рекорд. Там 3 секунды. 26:50 у них было. Я 26:47 пробежала. Это лучше, чем олимпийский норматив ты показала результат. Как приняли вот в самой Киргизии? Тренера были в шоке, они почему-то ожидали от меня где-то около 30-е место. Андрей Викторович, когда после финиша сказал, я тебя вообще не ждала, он хотел меня снимать на камере и ждал меня где-то сзади, на 30-м где-то, 30-м человеком ждал.
И тут я на 40-м километре я пробегаю 14, там 13 или 14 пробегаю. Он даже, ну, говорит, я сам в шоке был, не успел даже достать камеру и поснимать тебя. Он извинился, типа, я вообще не ожидал, что ты 14 перебежишь там. Канат Маратович, президент Федерации легкой атлетики в Кыргызстане, перед Олимпийскими играми мне сказал, я жду от тебя рекорда Кыргызстана. Твоя задача это рекорд Кыргызстана. А такая думаю, там же очень сложная трасса, получится или нет. Поэтому я после финиша сразу позвонила Канат Маратовичу, говорю, я рекорд сделала. И ты прилетела в Кыргызстан, тебе вручили, ну, некую сумму, 500 тысяч сомов и автомобиль, да? Что вот автомашиной, мы до этого разговаривали, вы планировали приехать на машине. Ну да, мы хотели приехать на машине, но пока документы не все готовы с машиной. Нам дали просто машину без там техпаспорта или там каких-либо документов, без номеров. И мы в Кыргызстане ездили на такой машине, без номеров, без документов, просто беспредел. Все гаишники были в курсе, нас 3 раза останавливали гаишники. Ну, муж прилетел, и он водил, и у меня нету прав. И гаишники останавливают, требуют там документы, а мы говорим, ну, это подарок президента. Они сразу, ты же марафонка. Все знают. Уже на улице узнают в самом Кыргызстане. Там, езжайте спокойно. Никаких проблем не было. Даже мы с Бишкека на Иссык-Куль ездили. Там тоже. Я приехала в Кыргызстан, и люди начали меня узнавать. Никогда такого не было, чтобы меня узнавали на улице в Кыргызстане. В Якутске, ну, это еще нормально, чтобы в Кыргызстане меня узнавали, и меня это сильно удивило. Я приехала в город, в Бастыри, в городок, где я живу, и там почти все знали. Да, просто даже на рынок хожу, там продавщицы поздравляли меня, заходила в банки там за справками, и меня тоже узнавали, поздравляли, планы спрашивали. Удивило меня это. И вот ты буквально вчера приехала с Верхневильского Улуса, и там была тоже встреча. Про эту встречу немножко расскажи. Да, встреча, создали большую встречу, меня очень хорошо приняли, поздравили, мне было очень приятно. Я ездила по школам, с детишками встречалась, там дети вообще там такие издалека. Это Сардана Трофимова же, типа так говорят. Но мне было приятно. Там говорят, во вторник, каждый вторник у них день физкультуры в Верхневилюйске, каждый вторник. И с этого вторника начался день, каждый вторник будут собираться, там какие-то там лекции будут читать, зарядки делать. И я провела вот первую зарядку. Для меня это большая честь. И я провела зарядку в Верхневилюйске, общую зарядку о Расунском наследии и в Тамалакане. Было очень классно там встречаться, общаться с детишками. Сначала в Тамалакане меня встретили, наслед, спрашивали там вопросы, там я увиделась со своими учителями, физруком увиделась. Вообще население у нас маленькое, я всех знаю там, и было классно встречаться со своими старыми. У нас маленький Тамалакан, поэтому для меня они все моя большая семья. Мне было очень приятно с ними видеться. Потом поехали в Верхневилюйск, и нас там очень хорошо встретили. Приехали все эти главы улусов, поздравляли. Дети выходили поздравлять тоже. Так, и любители спорта, легкой атлетики, в частности, не только в нашей республике, в республике Кыргызстан, наверное, хотят узнать, какие будущие планы. Я пока не планирую в ближайшие 2 года выходить на старты. Займусь, буду уделять время семье. Мне все-таки 36 лет. Я недавно замуж вышла. И буду уделять время для своего здоровья и для своей семьи. А потом я планирую все равно выходить на старт. У меня есть незакрытые еще гештали. Это, старты, которые я уже давно хочу бежать. И вот, надеюсь, все у меня прекрасно будет со здоровьем, и у меня будет здоровье выходить на большие старты. Давно картошки не копала?
А картошку, да, давно не копала. Но я садила, в прошлом году я сажала картошку, потом уехала. А копать картошку нет еще. Я видел у тебя фотографии. Ну, завтра тоже поеду в Жернамский район, там тоже картошечные дела будут. Какая вот Сардана Трофимова в быту, как домохозяйка? Ну, я люблю так физически активный труд. Мне больше по душе это там на улице работать, там копать что-то, дрова таскать. Вот это я очень люблю. Ну, потому что я с детства приучена к физическому труду. Ну, все, с утра до вечера работа у нас. Коровы были, это все надо коровами заниматься. У нас раньше газа не было, печку топить, вот это все дрова, лед таскать, это все на наших плечах было. И я не боюсь физического труда, я люблю так активный труд. Ну, иногда готовлю, но вкуснее меня готовит муж. Да, очень вкусно готовит муж, ему это нравится. И я готовлю такие повседневные, простые там, мясо с картошкой, типа такое, а муж готовит более сложные, там, бузы, манты, такое, борщ, типа такое, который требует много работы, он самсу очень сильно готовит, пиццу, такое, он готовит. А я там быстренько там что-то надо, рис с мясом, быстро пойти покушать, вот это моя работа. Тренироваться стало лучше после того, как вышла замуж? Да. Бытовые условия намного... Да, проще, потому что муж очень сильно помогает, по тренировкам помогает, и в быту помогает, дает мне время восстановиться, отдохнуть. И, ну, вот самое главное, поддержка, это муж, он даже больше меня старается, наверное. Я уже как-то вот, когда он появился, я уже расслабилась, типа, все это муж делает, там, Женя делает. Он утром мне готовит там изотоники, там все, это сумку собирает, это его работа, типа, я уже расслабилась. И по 40 километров там на длительных, 35-40 километров он со мной ездит на велике, даже делает отрезки со мной вместе на 3 километра, там, километру отрезки. Когда Кости не было, Костя же последний месяц только приехал в Кисловодск, а в Киргизии песил муж. Длинные отрезки, контрольный старт, 10 километров перед стартом, все это он на велике песил. Поэтому я очень сильно благодарна и рада, что у меня такая большая, сильная поддержка есть. И, ну, я очень благодарна вообще республике, что он меня вот поддерживает до сих пор, хотя я поменяла там спортивное гражданство, хотя я выступаю за другую страну, Якутия от меня не отказывается никогда и всегда поддерживает. И благодарна Михаилу Дмитриевичу Пахомову, директору ШВСМ, что он тоже меня поддерживает всячески. И вот отправил мне массажиста в последние сборы, например, сначала была элита, потом Сергей массажист приезжал в месяц, не месяц, а там по 2 недели, по 3 недели. И вот Северина, она со мной до конца была, приехала в Киргизию, была в Кисловодске, и даже в Москве она была, отмассировала, и благодаря ей у меня вот прошли старые травмы даже. Вот седалка, которая меня вообще беспокоила уже который год, 4-й год, она меня сейчас вообще не... Ну, перед стартом вообще не беспокоит. Я вот забыла про седалищные боли, хотя я очень сильно мучилась с ними, и, ну, вот, благодарна именно вот тяжелый момент, когда я поменяла гражданство, все равно там финансовые трудности тоже есть, когда ты меняешь гражданство, и в этот момент меня вот Михаил Дмитриевич очень сильно поддержал. Итак, ну... Поздравляю тебя с успешным выступлением, поздравляю тебя, потому что у тебя сбылась твоя мечта быть участницей на Олимпийских играх. И не просто участница, а для нас мы очень взволнованы были, очень здорово бежала. Я провел стрим на Iron, и многие похвалили, многие были горды тем, что Сардана Трофимова наконец-то бежала, и бежала очень хорошо. У меня есть подарок для тебя. Этот номер, которым был у меня в груди во время марафона, я дарю фанату спорта, который просвещает нашу республику и легкую атлетику нашей республики. Огромное спасибо. Это будет
имеет очень важное для меня значение. Ну и огромное спасибо за то, что согласилась. Мы всегда с вами очень хорошо, тепло разговариваем. И в этот раз тоже я очень рад тому, что ты поделилась своими мыслями, своими эмоциями от выступления на Олимпийских играх. Спасибо.